Сегодня на мемориале памяти и славы проходит значимое мероприятие, посвященное ко дню вывода войск из Афганистана. В этот день, 15 февраля, последняя колонна воинов-интернационалистов пересекла афгано-советскую границу согласно Женевскому договору. День памяти воинов-интернационалистов отмечается в России с 2011 года. В этот день военные вспоминают военнослужащих, которые проявили самоотверженность и преданность Родине, выполняя свой военный долг за пределами страны. Это сегодня наш день. Мы сегодня должны обязательно помянуть тех ребят, которые не вернулись. К сожалению, их было много погибших там. И пожелать себе и в будущем, и всем, и всему народу, чтобы у нас не было войн. Так как в наших жилах течет благородная кровь, мы, я знаю, в любое время готовы стать на защиту нашей великой Родины, великой России. Как вспоминает Гилани Гиреев, еще до начала боевых действий он служил в Чехословакии, и весной 1980 года его вместе с остальными военными подняли по тревоге и погрузили в военно-транспортный самолет. Ребята наши отдали свой интернациональный долг, что бы сейчас не говорили, они служили честно и добросовестно, опередили американцев. Ни один в войнах чеченец, ингуш не попал в плен, к счастью, выдержал испытания. За этой благодарности 15 человек потеряли. Еще один участник вооруженного конфликта в Афганистане, Руслан Итазов, рассказывает, что попал он туда, как и большинство воинов-интернационалистов, после призыва в армию. В то время он служил в спортроте на Украине, откуда он и отправился в Афганистан в составе группы спецназа. Было тяжело, было, как сказать, когда начали войска вести конкретно, узнавала, что ингуши есть. Когда вы уже узнали, что вам пора возвращаться домой, на родину, что вы почувствовали, какие у вас были эмоции? Мне тяжело было, честно. Я своих ребят оставляю. Тяжело было. Был дембельский марш, там гармошка играл, один прапорщик. Я последний вышел из моих призывов, с моих отрядов. Все участники мероприятия собрались возле памятника воинам-интернационалистам Ингушетии и вместе у подножия монумента возложили цветы, тем самым отдавая дань памяти и уважения солдатам и офицерам, сержантам и генералам, всем, кто проявил стойкость и мужество в выполнении приказов своего командования. Далее все участники отправились в этнографический ресторан-музей, где их наградили почетными грамотами и орденами в связи с празднованием Дня воинов-интернационалистов и 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Подобные мероприятия проводятся организаторами ежегодно. Кроме того, общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» систематически оказывает помощь ветеранам и их семьям. Мы по мере возможности стараемся оказывать какую-то помощь материальную, моральную. В прошлом году у нас в республике проводилась работа по реабилитации наших ветеранов. В прошлом году нами были направлены 24 человека из числа наших воинов в Республику Крым. Около 400 призывников, выходцев из Ингушетии, сумели с честью и достоинством выполнить свой интернациональный долг. Правда, вернуться суждено было не всем. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.